Джалалабадской области Кыргызстана начала работу специально созданная комиссия по проверке законности деятельности мечетей. Госкомитет национальной безопасности инициировал создание специальной комиссии, в которую вошли работники МСУ, УВД, ГУ «Кадастр», МЧС, ГСН, Госкомиссии по делам религии, ГКДР и Духовное управление мусульман Кыргызстана, ДУМК, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе прошедших проверок комиссия выявила 60 мечетей, не прошедших учетную регистрацию в ДУМК и ГКДР, 33 в Сузакском районе, 2 в Базар-Каргонском районе, 5 в Ноокенском, 3 в Аксийском, 5 в Чаткальском, 1 в Токтагульском, 7 в Тагус-Тарауском, а также 3 в Джалалабаде и 1 в Майлу-Су. 11 мечетей подготовили соответствующие документы для регистрации в ДУМК и ГКДР. Говорится также в сообщении. Еще по 49 мечетям межведомственная комиссия дала рекомендации по решению вопроса их регистрации в ДУМК и ГКДР. Также в сообщении отмечается, что незаконно функционирующие мечети были построены самовольно, без согласования с органами местного самоуправления и ДУМК. Следует напомнить, что еще в марте текущего года некоторые кыргызские СМИ сообщили о намерении властей закрыть так называемые не отвечающие стандартам мечети. Для этого Духовное управление мусульман Кыргызстана совместно с Госкомиссией по делам религии внесло поправки в закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях, согласно которым регистрацию должны проходить не только мечети, но и все намазканы, молельные комнаты. В настоящий момент в Кыргызстане существует более 2600 мечетей. Из этого числа официальную регистрацию прошли только 1055. Мы ведем контроль по их возведению. Перед тем, как строится та или иная мечеть, у застройщика мы проверяем все соответствующие документы. Эта практика ведется буквально с прошлого года. Те мечети, что не отвечают заданным стандартам, мы будем закрывать, сказал в марте заместитель муфтия Замир Ракиев во время круглого стола на тему опасности религиозного экстремизма. То есть по данным вопросам были составлены акты, протоколы. Следует заметить, что до прихода к власти Садыра Жапарова Кыргызстан являлся в Центральной Азии неким островком относительной свободы от диктатуры и преследований. Однако с приходом к власти действующего президента и его близкого друга Камчыбека Ташиева, возглавившего ГКНБ, ситуация начала кардинально меняться. Оппозиция оказалась под жестким давлением, независимые СМИ оказались закрыты, а репрессии в отношении исламских активистов приобрели системный характер. По всей видимости, теперь режим Жапарова решил добраться и до мечетей. Необходимо вычертить конкретные рамки, границы, докуда у нас должна обеспечиваться свобода вероисповедания и совесть. Напомним, что аналогичные процедуры с закрытием мечетей под предлогом их несоответствия каким-то стандартам уже давно проводят в других странах региона. Так, только в Таджикистане режим Рахмона закрыл тысячи мечетей, которые местные жители строили самостоятельно и за свой счет. В 2011 году было закрыто как минимум 1500 мечетей, в 2015 году 1032, а в 2018 году 1938. Причем многие из мечетей были превращены в клубы. Ахнав не понял,